В Киеве требуют легализации авто с еврономерами. Автоактивисты припарковали около сотни машин на улице Грушевского возле Верховной Рады. Обещают перекрыть улицу, если депутаты не изменят таможенный кодекс и не примут закон, упрощающий пользование европейскими авто. У народных избранников есть неделя, чтобы услышать владельцев европейских автомобилей. В 6 утра возле Верховной Рады появляются колонны машин с еврономерами. Да. Туда подъезжайте, там паркуйтесь аж Активисты паркуют свои авто вдоль улицы Грушевского так, чтобы их присутствие почувствовали народные депутаты. У нас сейчас ограниченное движение. Соответственно, депутаты, которые привыкли парковаться прямо под Верховной Радой, им уже будут неудобства по-любому. Вот эти неудобства связаны с тем, чтобы они поняли, что целая громада, огромная большая громада настроена решительно отстоять свои права. Вот такой вот у меня автомобиль. Любимая ласточка. Харьковчанин Роман Старченко свою машину пригнал из Литвы год назад. Автомобиль, в частности, в Литве стоит порядка, где-то 2500 евро. Если я его доставят мне его в Украину, полный пакет документов для правильной езды в Украине, это еще ориентировочно около 1000. То есть в целом автомобиль, пускай даже со всеми там грубыми подсчетами, обойдется в 4000. В Украине за такие деньги, я смогу купить Ланос, который будет далеко не первой свежести. Если растаможить эту машину, ее стоимость вырастет в несколько раз. Это несправедливо, считает Роман. Это просто абсурд. Мы на сегодняшний день даже нас страной третьего мира назвать нельзя, потому что мы уже давным-давно за гранью бедности. Но тем не менее у нас стоимость растаможки самая дорогая, я думаю, наверное, даже в мире. Сейчас в Украине больше сотни тысяч машин, которые ездят фактически полулегально. Запретить их политики не решаются, но и легализировать тоже не спешат. С марта прошлого года в парламенте зарегистрирован проект закона, позволяющий ездить на нерастаможенной машине год, а не 5 дней, как сейчас. Активисты пришли напомнить о нем депутатам. А зараз ми своїми діями, які кожні 5 днів потрібно виїжджати на кордон, ми створюємо черги, ми створюємо корупційну схему на митницях. З хлопців, які їздять на митниці, требують кошти, не дай Бог там запізнився на 2 години, це починаючи штрафи із 100 гривень і закінчуючи там десятками тисяч гривень на сьогоднішній день. Около 100 машин вдоль Грушевской будут стоять до тех пор, пока депутаты не услышат их требования, заявили активисты. Если до конца этой недели закон не примут, они обещают перекрыть улицу. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР.